Если взять Российскую Федерацию, я считаю, что это агония. Агония, запоздалая агония приступов уже уходящего навеки от нас великодержавного шовинизма. Этого России не следовало бы делать. Языки никому не мешают. Мы всегда в условиях нашей истории, тюркские народы, мы всегда сожительствовали с народами разных других языковых семей, не только со славянами, мы сожительствовали с ираноязычными народами, с кавказоязычными народами, с монголоязычными народами, финно-угорскими народами, и мы знали их языки, они знали наш язык, а тюркский язык был очень легкий, удобный язык, и он не случайно с эпохи раннего Средневековья стал языком межнационального общения на этом огромном пространстве. Никто никогда не насиловал изучать языки. Наша номенклатура, она вспоминает о своей национальности в республике, когда им что-либо угрожает или когда они теряют под собой руководящее кресло или руководящий стул. Начинают требовать изучения, вопросы изучения в школе или в вузах, это само собой. В этом отношении это все можно отладить. Нужно, чтобы власть придержащие люди, представители наших народов, они не за красивые глаза сидят во власти, они сами в первую очередь в наших республиках должны давать пример. Мы не требуем, чтобы они на уровне наших академиков, наших тюркологов или наших писателей, поэтов, артистов, ученых говорили. Они должны элементарно говорить на родном языке и побуждать к этому говорить всех.